Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на заключительном 17-м этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Гран-при Абу-Даби. Вторым линию финиша пересек финн Вальтери Боттас из Мерседеса. Его сокомандник британец Льюис Хэмилтон, досрочно оформивший чемпионство, замкнул тройку лидеров. Россиянин Данил Квят из Альфа Таури занял 11-е место. По итогам сезона в активе Хэмилтона 347 очков. Вторым стал Боттас, у него 223 балла. На третьей строке расположился Ферстаппен, у которого 214 пунктов. В Кубке конструкторов победу праздновал Мерседес, опередивший Red Bull и Макларен. Российские лыжники заняли весь пьедестал почета в гонке на 15 километров свободным стилем с раздельного старта на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят в Швейцарии. Первое место занял Александр Большунов, вторым стал Андрей Мельниченко, третьим Артем Мальцев. Большунов продолжает лидировать в общем зачете, имея на счету 437 очков. На второй позиции располагается норвежец Йоханнес Клебе, у которого 296 баллов. Его соотечественник Эмиль Иверсон идет на третьей строке, у него 219 очков. Екатеринбургский автомобилист со счетом 4-0 обыграл Магнитогорский Металлург в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Авторами шайб стали Алексей Макеев, Станислав Бочаров, Павел Куликов и Анатолий Голышев. Екатеринбуржцы прервали 10-матчевую серию поражений. Они идут на 6-й позиции турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 42 очка. Магнитогорский клуб занимает третье место, имея в активе 48 баллов. В следующем матче 22 декабря автомобилист на своем льду встретится с Челябинским «Трактором», а «Металлург» 2 днями позднее дома сыграет с минским «Динамо». Футболисты Краснодара на своем поле нанесли разгромное поражение московскому «Локомотиву» в матче 18-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 5-0. Дублем отметился Маркус Берг. По одному мячу забили Виктор Классон, Реми Кабелла и Магомед Шапи Сулейманов. Благодаря этой победе быки поднялись на 8-ю строку турнирной таблицы чемпионата, набрав 27 очков. Железнодорожники идут на 7-й позиции, имея в активе 28 пунктов. В следующем туре Краснодар дома примет Уфу, а «Локомотив» в гостях сыграет с подмосковными «Химками». Обе встречи пройдут 17 декабря. Перейдем к событиям нашего региона. Гол студента Северо-Восточного федерального университета Янника Самплея помог Липецкому ЛКС одержать победу со счетом 3-2 над ставропольской командой Golden Eagle в матче 12-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Помимо Самплея взятием ворот в составе победителей отметился якутянин Никита Рычков. Еще один мяч забил Александр Войнов. У проигравших отличились Александр Крутый и Анатолий Зыков. Самплей забил 11-й гол в текущем сезоне. Он занимает 4-е место в списке бомбардиров. Его ЛКС занимает 3-е место в таблице Западной конференции, набрав 30 очков. Golden Eagle идет на 5-й строке, имея на счету 26 пунктов. В следующем туре 19 декабря ЛКС сыграет со Спартаком, а Golden Eagle днем позже сойдется с Газпром Бурением. Якутяне завоевали 2 медали на чемпионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука. Турнир, участие в котором приняли порядка 300 человек из 9 регионов страны, прошел в Красноярске. Якутия на этом старте была представлена 9 спортсменами. Как сообщает ЕСЯН, награду высшего достоинства в копилку команды принесла Юлия Маркова, не нашедшая себе равных в личном первенстве в дисциплине блочный лук. Также Маркова вместе со Степанидой Артахиновой и Даяной Винокуровой стала серебряным призером командного первенства. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!